Есть люди, судьба которых и есть история страны. Абдрахман Зарифов родился в канун Октябрьской революции. В 30-е годы пережил вместе с семьей коллективизацию и ссылку из Татарии в Сибирь. Прошел фронты Великой Отечественной, побывал в плену, выжил и вернулся, чтобы всю оставшуюся жизнь посвятить детям. Он стал первым учителем из Татарстана, героем социалистического труда. Но своей главной наградой Абдрахман Закирович всегда считал успехи своих учеников. Обычный микрорайон Казани, не окраина, но и не самый центр. Средняя школа расположилась внутри периметра из хрущевских пятиэтажек и новых современных домов. Сегодня это престижная и знаменитая гимназия номер 94 с углубленным изучением немецкого языка. А в недалеком советском прошлом обычная десятилетка для детей из всех соседних домов. Ребятам повезло. Почти 30 лет физики их учил Абдрахман Закирович Зарифов, учитель с золотой звездой на лацкане пиджака, педагог огромной души и большого таланта, из той немногочисленной плеяды наставников, которых выпускники помнят всю жизнь. Да, он учителем физики был в нашей гимназии, в нашей школе тогда 94-й, с 48 по 77 год. В 1968 году он получил орден Ленина и золотую звезду Героя социалистического труда, являясь в то время первым и единственным героем социалистического труда среди учителей Республики Татарстан. В 1971 году, будучи студентом третьего курса, я был на практике в 94-й школе, и как раз, как учитель физики, я проходил в том числе и у него практику. Вообще, удивительный человек, я и тогда, и сейчас поражался его скромности, его таланту и вот желанию дойти до всего самостоятельно. Кто к нему обращались, и методическая помощь, и чисто человеческая помощь. Поэтому этим отличался Абдрахман Закирович. И я считаю, что действительно учитель с большой буквы. Долгий путь Абдрахмана Зарифова к педагогическим высотам начался в татарской глубинке в деревне Бурнак. В начале 20 века слово «физика» там вряд ли было в ходу. Только в 1918 году в деревне открыли начальную школу. Электричество местные мальчишки познавали по разрядам молний во время грозы, а механику могли изучать разве что на примере колеса в телеге. Но, может быть, связь с родной землей и стала у маленького Абдрахмана Зарифова первым звеном будущего интереса к физике. Ведь именно эта наука изучает законы природы, света, тепла, материи. В семье Зарифовых было 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Абдрахман самый маленький. Закир Абы и Гарифа Апа знали цену куску хлеба. Вся их жизнь – это тяжелый крестьянский труд. Трудолюбивые были все люди. Ездил в эту деревню, там, ну ничего особенного. Домик, конечно, не сохранился. Единственное, что колодец сохранился. Вот. Ну, там уже на этом месте построили дом, там вокруг, ну, ничего такого нет. Я не знаю, какие у них были богатства. Ну, по-видимому, семья же была большая. Работали, наверное, там наделы были побольше. Ну, может, жили лучше других, я уж не знаю. В 1930-31 годах в Татарии прошли 2 крупные волны раскулачивания. В водоворот репрессий попали десятки тысяч семей. Не стали исключением и Зарифовы, которых сослали в отдаленный район страны, в Сибирь. Жизнь у него была очень сложная. Его семью, родителей, их детей, значит, в 30-е годы во время коллективизации, как это сейчас, репрессировали, отправили из деревни Бурнак в Красноярский край, Ачинский район, поселок Рудник, по-моему. Вот. Ну, приехали там на голое место. Сначала в землянке жили, потом отстроились. В Сибири юный Абдрахман окончил Северо-Енисейскую среднюю школу и мечтал поступить в институт.
Но дорога в вузы для детей из семей ссыльных практически была закрыта. Ну, по-видимому, учитывая его способности, он поступил в институт, в Красноярский пединститут, и его закончил. Июнь 1941-го. Война. Великая Отечественная перечеркнула планы миллионов людей, в том числе и молодого педагога Абдрахмана Зарифова. Началась война, его призвали, пару месяцев он отслужил, потом учителей там вернули. Ну, еще пару месяцев был дома, а потом уже призвали окончательно. Воевал он хорошо, по-видимому, его контузило. Попал в плен, из плена бежал. Вот. Ну, этих подробностей я не знаю, потому что он не любил рассказывать о войне. Я то, что узнал вот, после того, как открыли архивы Минобороны, там все его награды. После этого его призвали уже где-то в Черниговской области, где-то там, откуда. Ну, это было где-то летом 1944 года. Очень многие фронтовики действительно неохотно вспоминали ратные годы. Рядовой Зарифов никогда не рассказывал про военные будни. Даже когда в доме появился телевизор и показывали фильмы о войне, Абдрахман Закирович уходил в другую комнату. От воспоминаний о тех страшных днях и погибших товарищах страдала душа. Уже намного позже, когда были раскрыты архивы Министерства обороны, родные узнали о подвигах главы семьи. На фронте Абдрахман Зарифов был автоматчиком стрелковой дивизии, уничтожал врага в боях с превосходящими силами фашистов. Вот эти 4 награды, которые он получил, это 2 медали за отвагу, орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды он получил в течение где-то с октября 1944 по февраль, по-моему, 1945, это в течение полугода. Вот столько получите. После победы Абдрахман вернулся в Красноярский край. Там и нашел свою вторую половину. Красавица Маршеда стала его верной спутницей на всю оставшуюся жизнь. А с мамой он познакомился тоже. У них тоже была семья также сослана. Но они жили в Мордовии. Деревня такая, Латышевка там была. Но у них тоже было, ну, мама рассказывала, там, сколько у них там, 5 или 6 семей, это снохи, там, сыновья, ну, большой дом был, все вместе жили, ну, наверное. У них были лошади, коровы, по-видимому. Они очень любили друг друга с женой, очень, очень тоже. Она его ждала, и когда он был на войне, они до этого еще они вместе попали в Сибирь, они сосланы были оттуда вместе, поэтому она его ждала, дождалась. Он в 1946 году, по-моему, только пришел, они поженились. Когда отец вернулся с войны, там же, вот это же как там, по старшинству, пока старшая не выйдет замуж или не женится, дальше нет. Но он самый младший, ну, ему разрешили жениться, потому что род надо продолжать. И так. В 1948 году молодая семья Зарифовых вернулась на историческую родину, в Татарстан, в Казань. Абдрахман Закирович мечтал работать в школе, но в те годы к фронтовикам, побывавшим в плену, все еще относились с подозрением. Это Иосиф Маркович Найшулер, директор школы гимназии 94, в общем, в которой работал мой дедушка. Иосиф Маркович Найшулер совершил очень большой, так сказать, ну, для нас шаг. Дедушку после такого вот периода и после такого пятна в биографии никуда не принимали на работу, хотя он был блистательно окончил, так сказать, и институт. Но вот именно Иосиф Маркович протянул руку помощи. Он принял моего дедушку на работу в школу, и там, где было нужно, перед ответственными товарищами он сказал, что если будет нужно, я могу кровью расписаться на стене, что этот человек
очень достойный, и он обязательно, так сказать, еще проявит себя. И он его отстоял. В тот же год, в 48-м, уже в Казани у Абдрахмана Закировича родился сын Шамиль. Еще один знак судьбы. Мальчик появился на свет 1 сентября, в День знаний. Такой вот подарок отцу-педагогу. Да и поселились Зарифовы недалеко от школы. Жили мы как? Очень скромно. Когда вернулись они сюда, купили дом в Кировском районе какой-то небольшой. Там вот была болотистая местность, весной половодье. У нас вода была на полу, делали мостки. Я кораблики пускал. Потом они где-то лет через 7 построили новый дом вместе с сестрами. Еще там был дедушка, родственник, дядя его. В первые годы работы в школе Абдрахман Закирович преподавал математику, астрономию, физику. Но скоро именно физика стала главным предметом его педагогического интереса. Эта наука в советские годы стала одной из самых востребованных. В России творили ученые с мировыми именами: Циолковский, Жуковский, Иоффе, Вавилов, Ландау, Капица, Курчатов и многие другие. Физика стала неотъемлемой частью технического прогресса. Ее законы важны везде, от возведения атомных станций до запуска космических ракет. И в советское время для многих выпускников школ изучение этой науки было пропуском в современные профессии и значит благополучное будущее. Абдрахман Закирович это хорошо понимал. Физику у нас вел Абдрахман Закирович Зарифов. И вот есть такое выражение, может быть, оно избитое: «учитель от Бога». Он мог объяснять очень сложные вещи настолько просто и настолько доходчиво, что они легко усваивались, легко понимались и легко запоминались. И, конечно, вот те знания, которые нам дал Абдрахман Закирович, я после окончания школы поступил в КАИ, они очень сильно пригодились, потому что физика – это одна из тех наук, которая учит мыслить, логически мыслить, устанавливать взаимосвязи, понимать сущность происходящих явлений. Конечно, я рад, что я закончил эту школу, и я благодарен судьбе, что у нас был такой прекрасный учитель физики, как Абдрахман Закирович Зарифов. Из протокола номер 5 заседания педагогического совета средней школы номер 94 от 9 января 1957 года. Первый номер в повестке заседания – состояние политехнического обучения в школе. Учитель физики Зарифов сообщил, что преподавание физики в старших классах ведется на основе новых темпов развития науки. Учащиеся вооружаются научными основами современного производства. Проводятся опыты, лабораторные занятия, экскурсии на производство. Остались традиции, вот именно его, им заложено, это прежде всего, конечно, эксперимент. Потому что в физике это очень важная составная часть, потому что говорить на пальцах и показывать это одно, а когда покажешь в действии на приборы, я хочу сказать, что у нас проектная деятельность очень хорошо поставлена, это продолжается. В Лаборянской сохранились те шкафы, которые были при нем, в которых хранилось оборудование. В кабинете физики сохранилось очень много приборов, мы их активно используем. Так, например, есть и приборы, макеты, которые делали ученики совместно с учителями, есть модели и есть макеты измерительных приборов. Физика – наука экспериментальная, и основой ее является эксперимент. Абдрахман Закирович Зарифов, конечно же, очень широко применял это в своей деятельности, и мы продолжаем эти традиции, и вместе с ребятами демонстрируем эксперименты, и даже сами учащиеся нашей гимназии снимают эксперименты дома, а потом показывают, делятся своими маленькими открытиями с одноклассниками. Казалось, что может быть особенного в обычном уроке. Но почему-то на одних ученики работают, затаив дыхание, а на других просто ждут перемены. Сам Абдрахман Закирович часами просиживал над конспектами занятий, каждый раз вносил какие-то изменения, был все время в состоянии поиска чего-то нового, и ученики это отлично чувствовали. Он подолгу возился с приборами, ремонтировал, совершенствовал экспериментальные установки. Он так умел преподнести тему, что равнодушных просто не было.
Абдрахман Закировича я впервые увидела тогда, когда пришла в его класс, в его школу учиться. Это был 65-й год. Он у нас преподавал физику. И что меня поразило в первую очередь, когда он вел уроки, была тишина. Он очень тихо, спокойно, уверенно говорил. И если вдруг где-то какой-то шумок, тихонечко указочкой постучит по столу, и все на этом. Пользовался, конечно, огромным уважением и среди учителей коллектива педагогического школы, ну и самое главное, среди учеников. Его очень любили ученики, потому что можно было всегда подойти к нему, спросить, что непонятно, он объяснил. Можно было остаться, он еще дополнительно что-то объяснял. Вот. И всегда вот с такой любовью все это он делал, и с таким уважением к ученику, что, конечно, поэтому его все любили. Дело в том, что мы обе гуманитарии, обе учителя, Надя русский, я английский, и, естественно, физика – это не наша. Но Абдрахман Закировичу очень хотелось, чтобы все хорошо знали физику. Он был очень гуманным человеком, но очень. Тупее, чем я, по физике трудно было кого-то вообще найти. И однажды был такой забавный случай. Вызывает к доске он меня, Иванова, к доске. И нужно было просто объяснить готовую задачу. Вот волнение мое было такое, что там, ну, тангенс, понимаете все, да, как тангенс пишется. Я даже не смогла прочитать это, я сказала ТЖ. В общем, позор такой. В классе гробовая тишина, видимо, от этого, от изумления. И он ни слова не сказал мне, ну, такого насмешливого. Он только так это, садись, Иванова, так обреченно. Но физику я сдала на 4 экзамен, тоже благодаря ему. У меня были везде одни пятерки, вот. Но физика – это не мое, и я не понимала. Ну, потом я себе сказала, не понимаешь, зубри. Он был очень проницательный. Вот вызвал меня один раз, вот проницательный, да? Вызвал меня один раз и поставил 2. Я помню за что, броуновское движение. Вы представляете, у меня даже страница книги есть перед глазами до сих пор. Я получила 2, ну, не очень расстроилась, думаю, ну, исправлю. Но у меня мысли не было, что мне надо будет исправлять на следующий урок. Я опять не выучила, а он меня на следующий урок еще раз спросил. Вот. Ну, каким запомнился? Безусловно, добрым, очень таким выдержанным. Очень выдержанным. Мы, конечно, сразу не могли вообще оценить масштаб его как учителя физики. Но к концу уже, когда мы заканчивали школу, мы, конечно, понимали, что он нам преподает физику высочайший профессионал. Ну, или результаты экзамена были такие. У нас был очень хороший класс, и действительно по физике все было хорошо. Говорю, даже у меня. И у меня. Да. Ну, у тебя-то понятно. Даже у меня 4 на экзамене. Я сама решила задачу. Это заслуга только Абдрахмана Закировича. Из протокола заседания педагогического совета средней школы номер 94. Учитель физики Зарифов сообщил, что в 8 А-классе знания учащихся по математике очень слабые. В классе нет учащихся, которые окончили 7 класс на 4. Он предлагает спланировать повторение пройденного материала, в частности по математике, не боясь отставания на 4-5 часов в конце четверти. Такое повторение пройденного материала позволит ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. Как он готовился к каждому уроку? Настолько тщательно, настолько все продумывал, и как подать тему, и эксперименты. Вот он ставил такие опыты, такие собирал установки, каких ни в одном методическом пособии не найдешь. Это было так. Я прям с таким восторгом смотрела, как он эти опыты ставил. И он всегда перед учениками на каждом уроке ставил такие проблемные вопросы, серьезные, которые вот побуждали ребят вот серьезно, вдумчиво размышлять. Вот это его очень вот такое вот качество, да, он не просто рассказывал, не просто что-то там такое, да, а вот именно он ставил проблему. И ребята с таким упоением сами как будто вот им казалось, что они сами дошли до этого, до всего.
Вот так ему удавалось такую атмосферу в классах создавать. Дополнительные занятия с учениками были обычным делом. И в школе, а нередко и дома. И, конечно, никто и не мог представить, что за внеплановые уроки родители должны платить деньги. Абдрахман Закирович, как мы его называли, дедушка, Давати. Но это был действительно человек очень порядочным, очень добрым. У него всегда находились слова для нас, там, для внуков, для любых даже, вот, неважно, постоянно, потому что приходили ученики из школы. Так вот уже по прошествии лет вспоминаешь, смотришь, думаешь, постоянно были люди, которые постоянно что-то спрашивали, что-то советовались, там кому-то надо было поступать в институт, в университет. Никому он не отказывал, то есть вот сейчас уже понимаешь, думаешь, ну, такая нагрузка была действительно, постоянно с людьми. А уж класс, где Абдрахман Закирович был классным руководителем, попросту становился его семьей. Был предан своей работе, работал целый день в школе, потом вечером тетради. Посвящал себя полностью своей работе. Свободное время по выходным. Он был классным руководителем, со своим классом на лыжах выезжали, они ходили, но в походы с ними ходил. Если уж он был классным руководителем, то класс его был одним из лучших. Его ученики учатся сейчас, вернее, сейчас говорю, учились и в московских вузах, таких престижных, как МФТИ, как МГУ, куда сложно было поступить. Но он с ними занимался дополнительно, когда еще они учились в старших классах, а те, кто поступал, оттуда методички присылали ему, по которым они вот, задачи, там прочее, там же очень сложно было поступить. Вот. Так у него в год человек по 5-6 поступало. Конечно, опыт Абдрахмана Закировича был очень востребован. Он руководил городским методическим объединением учителей физики. Его книга «Взгляд в завтра» помогала молодым педагогам. Долгие годы Зарифов был сотрудником журнала «Совет Мектебе». Много времени отдавал подготовке статей, проводил открытые уроки. Абдрахман Зарифов первым среди учителей республики получил самое высокое звание Героя социалистического труда. Да и вообще школьных педагогов с такими регалиями в истории советского Татарстана всего двое. Но даже такое признание заслуг во всесоюзном масштабе его ничуть не изменило. Он считал, что это не только его эта награда, а награда и школьного коллектива, учителей. Вот. И награда, но это же для республики большая честь получить награду Советского Союза. Вот. Очень, достойно, конечно, отнесся. Вот. Но никогда не кичился этим, никогда абсолютно. Доброта, порядочность, в нем это присутствовало всегда. И тут даже без вопросов, потому что таких людей, на самом деле, вот сейчас уже понимаешь, очень мало было и раньше, и сейчас, наверное. Вот они с Давани жили душа в душу. Ну, никогда мы не видели, чтобы там они ругались там, или что-то такое. Конечно, мы это впитали в себя и видим, и стараемся жить так же. Даже на пенсии Абдрахман Закирович не прерывал связь с родной школой. Приходил, помогал, подсказывал. Он приходил и всегда спрашивал: у вас какие-нибудь приборы поломались? А приборы же без конца ломаются. Это же поэтому очень многие боятся просто даже учителя с приборами особенно работать, да? Вот, выходит из строя. Что у вас сломалось? Ну-ка, несите. Вот принесем, посмотрит, в сумку себе и домой. Отремонтирует и обратно приносит. И вот все время, пока я работала, много-много лет, эти все приборы, отремонтированные его руками, нам служили. Как-то он пришел в школу, когда реконструировали кабинет физики. Спросил, не надо ли помочь. Посоветовал, что можно переделать, и потом взял домой 10 реостатов, которые требовали ремонта, и вскоре вернул их в полной исправности. Это было буквально за 10 дней до его смерти.
Абдрахмана Зарифова не стало 7 мая 1984 года. А 7 мая 2015 года в Казанской гимназии номер 94 открыли мемориальную доску у кабинета физики, где работал Абдрахман Закирович Зарифов, первый учитель из Татарстана, герой социалистического труда. На торжественную линейку позвали отличников по физике с 7 по 11 классы, и они заполнили весь длинный школьный коридор. Кроме того, ведь мы говорим, что не каждая проблема решается только учениками. Важно поставить проблему перед учащимися с тем, чтобы привлечь их внимание, заинтересовать их, а потом проблема раскрывается уже самим учителем.